Хочу немного рассказать про своего деда, Киселева Михаила Егоровича, 1902 года рождения, уроженца села Пезмак Карткеросского района Республики Коми. Настоящего героя, участника 3 войн – гражданской, финской и Великой Отечественной, который в 1918 году, будучи 16-летним мальчишкой, ушел на фронт. И в 1919 году был ранен, попал в госпиталь и после выздоровления вернулся на Северный фронт в лыжный партизанский отряд, где воевал до его ликвидации. В 1920 году из Вологды в составе вновь сформированного полка попал на польский фронт, а оттуда на германский, где воевал до мая 1921 года. После возвращения в СССР в 1921 году был демобилизован, так как его ровесники 1902 года рождения еще не были призваны в армию. В ноябре 1937 года, будучи председателем Сторожевского райисполкома, получил разнарядку из обкома партии на раскулачивание 3 семей, которые не состояли в колхозе, а работали на себя. Делать это он отказался, сославшись на то, что нету у него в хозяйстве богатых семей. Более-менее зажиточные крестьяне, не колхозники, работали с раннего утра и до поздней ночи. Таково было его объяснение. Такой поступок в те страшнейшие годы террора был настоящим геройством. Редко кто смел не выполнить приказа свыше, и поэтому он сам оказался в тюрьме. К счастью, просидел он недолго, лишь 11 месяцев. Не сослали в ГУЛАГ лишь потому, что один из судей был его однополчанином по гражданской войне, и это его спасло. С Великой Отечественной войны вернулся весной 1944 года с открытой формой туберкулеза, списанный за непригодностью с воинского учета. Короче, отправили его домой умирать. Но его сестра не позволила этому совершиться, поскольку была известной народной целительницей и с помощью разных народных средств поставила его на ноги. Через год он приехал в райвоенкомат, чтобы встать на воинский учет, а там были немало удивлены, поскольку его уже списали как умершего. Конечно, после войны он уже пожизненно был инвалидом. Был ранен в грудь, под сердцем сидел осколок. Было раздроблено плечо, почти не работала одна рука. Но от природы он был духовно и физически очень сильным человеком. Поэтому его сразу назначали на различные ответственные должности. Долгие годы его работа была связана с ответственной партийной работой. В 50-х годах работал директором молочного завода в селе Карткерос. Затем его перевели начальником пожарной команды. А в 1957 году, после перенесенного инфаркта, ушел на заслуженный отдых. Умер в 1965 году, захоронен со всеми почестями в селе Карткерос.